Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане наградили 90 лауреатов детской премии имени Гулбаба. В Китае воссоздали ледяную копию туркменского дворца бракосочетаний. Авиакомпания «Туркменистан» организует рейс из Москвы в Ашхабад и другие новости. В Ашхабаде состоялось чествование лауреатов специальной детской премии имени Гулбаба, организованной Центральным советом молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Министерством образования страны. В этом году обладателями премии стали 90 наиболее достойных ребят и 2 детских творческих коллектива. Авиакомпания «Туркменистан» объявила об организации сводного альтернативного рейса по маршруту Москва-Ашхабад. Новое расписание затрагивает пассажиров, имевших билеты на рейсы со 2 по 13 января. Вылет назначен на 6 января в 23:55 по московскому времени из аэропорта Домодедово. На 26-м фестивале «Большой мир льда и снега» в китайском Харбине представили точную ледяную копию Ашхабадского дворца бракосочетаний Бахт-Кёшки. Мастера детально воспроизвели все элементы здания, включая изящные узоры на фасаде и характерный куб с 8-гранными сторонами. Ледяная скульптура дворца стала частью масштабной экспозиции, посвященной достопримечательностям 42 стран, участниц Олимпийского совета Азии. На создание парка было использовано 300 тысяч кубометров льда и снега. Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в новогоднем поздравлении президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову заявил, что отношения между странами в 2024 году достигли новых вершин. Бектенов пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана мира, благополучия и счастья. Туркменский сельскохозяйственный университет вошел в состав Альянса университетов Шелкового пути. Альянс университетов Шелкового пути – это неправительственная, некоммерческая организация, нацеленная на развитие международного сотрудничества в области высшего образования. Создан он в 2015 году в рамках внешнеполитической инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь» и объединяет около 170 вузов. Знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа празднует 15-летие со дня открытия. Этот архитектурный шедевр, достигающий высоты 828 метров, был торжественно представлен публике в 2010 году. Небоскреб стал не просто самым высоким зданием планеты, но и настоящим символом Дубая, притягивающим миллионы посетителей из разных уголков мира. Женская сборная Туркменистана по футзалу под руководством главного тренера Камиля Мингазова прибыла в Ташкент для участия в отборочном турнире Кубка Азии 2025 года. В составе команды 15 игроков, включая 5 легионеров. По результатам жеребьевки туркменская сборная попала в группу С, где встретится с командами Узбекистана, Австралии, Филиппин и Кувейта. Свой первый матч подопечные Мингазова проведут 11 января против сборной Австралии. Все матчи группы С пройдут в Ташкенте с 11 по 19 января. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.